Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, кого же вы очаровали, кого ты очаровала. Загадай, пожалуйста, на себя и давай посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас, мои дорогие зрители, только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну надо же. Здесь показали мужчину и женщину. То есть вы очаровали и мужчину, и женщину. Либо на мою отсыпочку пришел мужчина. Но сейчас будем разбираться. Так, смотрите, какой важный дядька. Очень важного мужчину вы очаровали. Непростой мужчина. Ой, непростой. Мужчина очень статусный, такой представительный. У кого-то даже отыграется, что полномочия у этого мужчины очень крутые. Высокий, может быть, чин, может быть, депутат, может быть, какой-то там самый главный начальник, да, топ-менеджер. Либо госслужащий. За трибуной этот человек. Либо этот человек где-то выступает, да, как лекции дает, может, даже людей обучает, либо речи толкает, да, с высокой трибуны. Видите, за трибуной стоит, на вас смотрит. А между вами и этим человеком как будто бы пропасть находится. То есть нет постоянной возможности видеть, контактировать, либо вы слишком в разных социальных слоях находитесь. Так тоже может отыграться. Давайте я еще на оракуле посмотрю. Мне прям самой интересно, что за человек. Он так прям на вас смотрит, любуется вами. Любуется. Смотрите, у одних отыграется, что он очарован, а у других отыграется, что уже даже влюблен в вас. Да. Человек, у этого мужчины от вас вот ощущение, как какие-то молодые годы, как в детстве, бабочки в животе, знаете, вот как на облачке сидит. С вами легко. С вами свежо, как будто бы прикосновение весны. Вот у него такие ощущения от вас, просто божественные. Так, что за мужчина? Что за мужчина? Ну вот смотрите, я вам сказала про бабочки, да? Вот это его ощущение от вас. Да, как будто бы он какую-то свободу получает, как будто бы ему легко, хорошо, комфортно. Ну ничего себе. Девочки, он показывает именно свои эмоции. Вы для него какая-то просто неземная, необычная. Он на вас смотрит, хочется быть вот таким, знаете, поэтом, певцом, посвящать вам песни, там, писать какие-то сонеты или как они там называются, да, стихи для вас писать. Хочется романтики. Да, вот это неожиданный поворот. Человек-то семейный, девочки, семейный. Угу. Угу. Теперь все ясно. Ой. Все так хорошо начиналось. Девчонки, вот она пропасть. Человек, он семейный. У него жена, дети, ну как полагается. И, возможно, он уже много-много лет семейный человек. Здесь человек, который уже, как говорится, все повидал, да, все повидал, везде был, все прочувствовал, скатился в какую-то рутину, да, вот рутина жизни. И тут вы, как свежее дыхание, как вот эта весна, да, ветерок весенний, запах, я не знаю, весенних цветов, и у него прямо закружилась голова от вас. В прямом смысле слова. Вот он стоит и чувствует, что он прям не стоит, а как в воздухе завис, да.
И хочется, и страшно. Потому что предложить он что вам может? Быть любовницей. Поскольку семья, и причем там семья такая достаточно серьезная, основательная, плюс его положение, статус. Себя дискредитировать, ну как-то да. Чувство самосохранения еще у него осталось. Этот мужчина, он вами любуется, он использует любую возможность, чтобы вас увидеть, либо если есть возможность там подойти, поговорить, мечтает к вам прикоснуться, но при этом понимает, что не имеет на это права. Не имеет права. Он, знаете, как будто бы вами заболел, но в хорошем смысле слова. Да? Ничего не может с собой поделать. Постоянно думаю, постоянно мечтаю, постоянно хочу ее, ну хотя бы издалека увидеть. Да? Ну а мечта, конечно, к вам прикоснуться. Но этого мужчину вы знаете, он есть в ваших глазах, он есть в вашей голове, в памяти вашей есть. Точно вы знаете, вы видели, у кого-то отыграется, что вы общаетесь. Общение не постоянное, регулярное, а вот какое-то, знаете, как там, поздороваться, либо там что-то сказать, ответить. Да, вот такого рода общение идет. Слушайте, ну вы его прям зацепили. Зацепили так зацепили. Да. Если бы он не был жена девочки, все, он бы вас тут добивался, измором бы брал. И отказа бы вашего не принял, не смирился бы с этим. Но видите, как судьба повернула. Мужчина по возрасту старше вас. Ну, либо серьезный разрыв именно в социальном статусе. Для него мысли о вас — это как самое, не знаю, наивысшее счастье и одновременно самая болезненная мука. У мужчины очень классный характер. Вот он такой, знаете, компанейский, умеет дружить, умеет с любым человеком договориться, к любому человеку умеет найти ключик. А вот что сделать с вами, он не знает. Либо как к вам подойти, он не знает. Рядом с вами, ну представьте, да, такой матерый волк, который, ну прям везде вхож. И рядом с вами, с маленькой хрупкой женщиной, он теряется, он чувствует себя, как будто бы он какой-то школьник, понимаете? Школьник, да, у него мысли начинают путаться, у него язык начинает заплетаться. И вообще с ним что-то странное, да, происходит, как какая-то горячка на него нападает. Ох, вы его мучаете. О, девочки, если бы вы знали, как он из-за вас мучается. Ночей не спит. Все мысли только о вас и о вас. Он что-то думает, он что-то планирует по поводу вас, девочки. Знаете, как будто бы между вами и этим мужчиной какой-то такой, как лабиринт, да, либо непроходимые какие-то чащи. И вот он хотел бы дорожку найти, либо протоптать, да, дорожку к вам. Что-то думает, как-то хитро будет действовать, очень хитро, обходными путями, окольными путями. Может быть, даже не лично, а через каких-то людей. Ну, допустим, если это ваш начальник, то он будет как-то вас, ну, к себе подтягивать, да, там, через повышение, через назначение, через какие-то, может быть, проекты, да, вот как-то к себе будет подтягивать. Если это ваш преподаватель, ну, допустим, вы студентка, а он преподаватель вуза, то будет какие-то, вот, может быть, через задания, через дополнительные какие-то, может быть, уроки, через какую-то помощь, да, вот он будет к вам все ближе и ближе, медленно, но настоятельно будет к вам подбираться. Нет, прямо не может подойти, прямо не может сказать. Смотрите, у вас с этим мужчиной развитие событий начнется с холодами. Холода, снег, вот зима, может быть, ближе к Новому году. Вот здесь начнется развитие событий. Смотрите, как будет холодно на улице, морозно, а у него там все горит, все бушует, да, душа нараспашку перед вами. Да, ну надо же. А он, кстати, богатенький, у него денег много. Денег много, да. Он этими деньгами может вам помогать, либо будет помогать. Ну, у кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Смотрите, какая жирная утка за ним стоит.
много возможностей, вот финансовых возможностей, действительно там средства такие конкретные, капиталы лежат на счетах, вот есть у него это. Или он думает, что вот я буду ее, ну, грубо говоря, покупать, да, но не покупать, а вот именно деньгами помогать. То есть я не могу ей, например, там, предложить себя руку и сердце, законный брак, но я могу ей помочь, там, финансово помочь, там, либо ее обеспечить, либо дать ей то, чего она достойна, вот на мой взгляд, на мой вкус. Да, вот такие действия могут быть от этого мужчины. Слушайте, как интересно. Ну, давайте я еще посмотрю. Просто песок, он не дает такой полной информации, как дают, например, карты. Не, ну вы его муза. На ближайшее время, девочки, он будет прятать свои чувства, свои эмоции. Он будет делать вид, что не-не-не, я нет, я никем не интересуюсь, я женат. Но с другой стороны, вы, девочки, настолько его маните, настолько его соблазняете, что долго он так не продержится. Говорю, холода придут, зима придет, вот он начнет действовать в вашу сторону, двигаться в вашу сторону. Хорошо, нужен ли он вам вообще, в принципе? Стоит ли вам обращать свое внимание на этого мужчину? Не, ну... Не знаю, почему-то вы будете его побаиваться, почему-то вам будет казаться, что он там какой-то токсичный, что он опасный. Может быть, потому что он женат, потому что у него есть семья. Может быть, вы тоже боитесь там всеобщего осуждения, порицания. Но в целом карты говорят, что перед вами он будет настоящий, он перед вами именно откроется. Вот снимет все свои масочки, все свои эти костюмчики, все он перед вами снимет. Вот ему хочется для вас быть таким, как он есть, чтобы вы его увидели настоящим. Не играть, не какие-то роли, да, на себя примерять, а именно быть настоящим. Девочки, он может вам очень хорошо в жизни помочь. Захотите вы его, не захотите, это уже другой вопрос. Но помощь, да, он может вам оказать. Кому-то материальную, кому-то там, не знаю, продвинуть, покровительствовать. Это точно, это будет. Вы для него, не знаю, женщина номер один в его жизни. Затмите всех. Затмите всех, кто есть и кто был. Да? Прям единичкой вас показывают, вы женщина номер один для этого мужчины. Сейчас и будете. Будет, девочки, он будет к вам проявляться. Чуть попозже он просто не сможет больше сдерживаться и будет проявляться. Мужчина, который может вам помочь, который может для вас что-то конкретное сделать. При этом он не будет ждать, что вы там перед ним полностью раскроетесь, откроетесь, да, и будете его благодарить. Нет, этого нет, я этого не вижу. Смотрите, примите вы его как возлюбленного любовника, не примите, это не важно. Важно, что он будет вам чем-то помогать, что-то будет для вас делать, прям такое грандиозное, серьезное. Он будет это делать. Ему хочется этого, и он будет это делать. Так, теперь женщина. Женщина очень такая, знаете, напыщенная, самовлюбленная, любит быть в центре внимания, и вот чтобы все по ее было, вот как она захочет, чтобы все так и было. У вас с этой женщиной в недавнем прошлом были какие-то столкновения, стычки, я не знаю, может, делили вы что-то с этой женщиной, может быть, отношения выясняли. Ну, вот что-то такое произошло у вас с этой женщиной. Повспоминайте, вы вспомните. И эта женщина на самом деле к вам не очень хорошо относилась, либо была дурного мнения о вас.
И вот между вами происходит какое-то событие, где вы эту женщину просто сделали, в прямом смысле слова, да, где-то ее обошли, опередили, рот заткнули, на место поставили, да, ну каждого по-своему отыграется. И эта женщина сначала на вас обиделась очень сильно, а потом посидела, подумала и просто очаровалась вами. Вот как вы ее красиво на место поставили, да, либо как вы ее красиво там подрезали, опередили, да, вот прям за пояс ее красиво заткнули. И она такая думает, ну надо же, вот это мастер-класс, вот это да. И поменяла свое мнение, поменяла свое отношение, сейчас сидит и вами, ну действительно, в прямом смысле слова восхищается. И прям вспоминает сюда подробности, и вот прям пример с вас будет брать, вот насколько вы крутая. Насколько вы крутая. А она, как, знаете, ну, девочка, да, по сравнению с вами. Кому-то, кстати, она о вас либо говорила, либо еще будет говорить. И вот прям будет восхищаться и вас нахваливать. Казалось бы, да, нет бы там обиделась, еще что-то. Нет. Человек она все-таки умный, да, вот так поразмыслила, сказала, а вот молодец. Какая она молодец. Плюс, девочки, возможно, кто-то из вас в недавнем прошлом, ну, допустим, отказался от какой-то вредной привычки. Может быть, вы похудели, да, кто-то наоборот набрал, кому нужно было набрать. И вот эта женщина еще и про это думает. Думает, вот какая она все-таки, и тут смогла, и там смогла. Да, вот надо равняться, брать пример с нее. Да, очаровали вы ее, причем очень конкретно поменялось мнение о вас. И отношение, кстати, к вам поменяется с ее стороны. Либо уже поменялось, да, если вы постоянно с ней общаетесь, либо поменяется в самое ближайшее время. То есть она уже будет к вам тянуться, она уже будет доброжелательно настроена к вам, ваш адрес. И уже плохого ничего вы не увидите и не услышите. Наоборот, улыбка, искренняя улыбка, желание общаться, ну, либо желание не лезть на рожон, потому что можно очень хорошо получить от вас. Да? Вот она это как усвоила. Мои хорошие, в принципе, ничего плохого. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.